подняли вопрос о приобретении, о наличии животных, экзотических животных. Правильно, это как бы понимаем, мы понимаем это. Цирк действительно, значит, имел много животных, но это было время другое. Цирк – это искусство на колесах. Колеса. Вот эта символика, видите, да, люди это просто в народе говорят тарелка, она просто символизирует, что цирк не имеет границ. Вот. В цирке работающие артисты, они должны быть в разных местах, показывать свое искусство. Естественно, учитывая колорит своей нации, колорит своего государства. А для того, чтобы нам самим организовать гастроли, организовать вот такие, приобретать такие вот животные, да, во-первых, нет смысла, потому что я уже объяснил на кыргызском языке. Зачем нам, не имея ни специалистов, ни дрессировщиков, ни денег, ничего, тогда, когда нашей республике не хватает не животным, а людям. Дрессированная одна собака, допустим, может стоить, скажем, где-то там несколько тысяч долларов. Вот. Или вот я помню, один раз вот здесь не смогли спасти кобру, так название как-то называется, я не знаю. Они оцениваются как 40 тысяч долларов. А у нас, я интересовался, в нашем институте, сельскохозяйственной академии, да, даже нет там, не готовят врачей. Вот много-много факторов, одним словом. Поэтому надо ли нам вот это? Ведь поэтому мы пока что работаем именно вот по второму варианту. У кого есть животные, постоянно мы, если вы замечаете, вы сами являетесь свидетелем, мы постоянно привозим. В Европе, я уже сказал, вообще сейчас уже отказали пускать вот парнокопытных этих животных. Поэтому, я думаю, мы в нормальном, правильном направлении пока что. Но у нас на балансе есть, значит, 3 лошади. Того, чего мы можем, видим. Вот. Но собак у нас почему-то никак получается. Несколько собак сами приобрели, мы не покупали. Мы сначала попробовали, 2 штуки купили, не смогли. Вот. Ну, они умерли, короче говоря. Не знаю, но опять-таки, видимо, нужен специалист здесь. Вот когда приобрели там 2 собак, это, оказывается, порода, которая не подлежит дрессировке. В Казахстане 90% животных это частные. Там есть медведи. Кстати говоря, вот эти 3 медведями, это наш земляк Чолпанатинский. Вот. Он говорит, я, говорит, за содержание там плачу аренду, говорит, казахскому цирку. Наши стоит вопрос, почему не приобретаете? Почему не приобретаете? Вот. А частники, они там платят аренду. Вот, да, мы очень накладно вот сейчас. Попробуй вот этот 5 собак, 3 коней. Вот. Тогда, когда, значит, с бюджета ни тына не выделяет.